Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Перевейт. Всем привет! А у нас сегодня на повестке дня 3 интересных сюжета. О чем мы сегодня будем говорить? Во-первых, мы будем говорить о кастинге. О кастинге в программу «Пропеллер». Мы, как правило, каждый год проводим отбор молодых корреспондентов, молодых ведущих в нашу телепрограмму. Это сильно сказано, кастинг. Это больше открытая планерка, которая регулярно проводится у нас в студии. Может быть, кто-нибудь из ребят предложит какую-то интересную идею и сможет реализовать ее. Станет нашим соучастником. Вот как Мария, например. Здесь мне очень нравится. Всему здесь научат, покажу. Научилась, конечно, более уверенно вести себя перед камерой. Эта вся замкнутость даже в обыденной жизни испаряется. Миша, вот ты. Вот я. Что тебе дала работа в программе «Пропеллер»? Нет, мы же не говорим о том, что... Нет, давай, я тебе задал вопрос, пожалуйста. Нет, имеется в виду... Нет, расскажи, как ты пришел вообще сюда? Я не помню, как я пришел в «Пропеллер». Даю 15, он мне дает 14. Привет, дорогой телезритель. Всем привет, здравствуйте. Hello, Hi. it's me. Всем здравствуйте, доброго времени суток. Мама, папа, привет. Меня зовут Люба, меня зовут Лаврова Настя, Винокурова Арина. Максим, Марина. Меня зовут Даша, меня зовут Мичия. Женя, Юлия. Миша. Я Аня. Таня. Галя Данилова. Татьяна. Виктор. Вы смотрите «Пропеллер». И что дальше? 460. Какой выпуск? 463. Сегодня состоялась первая в этом году открытая планерка телепрограммы «Пропеллер». Нужно ведь хвататься за этот шанс. Меня позвала одноклассница, я решила посмотреть, что это. Я еще с детства видела эту передачу. Я всегда так, пришло время познакомиться с тем, как все это делается. У меня сейчас пата идет, но, как видите, я здесь. Я пришла в «Пропеллер» для того, чтобы создавать новые сюжеты. Научиться монтировать видео. В камеру смотреть. Наверное, чтобы получить новые эмоции или впечатления. Мне интересно в плане интервью, то есть общаться с людьми. Я пришла в «Пропеллер» для того, чтобы попробовать свои силы в снятии всяких сюжетов. Бесценный, я считаю, опыт. Как работает камера, как с звуком, как с людьми работать, общаться и так далее. Как-то выйти из зоны комфорта. Мы дали новые идеи для сюжетов, посмотрели новый выпуск, обсудили, проанализировали. Увидели людей в первый раз, а все уже будто давно знакомы. Атмосферненько-то по-доброму. Очень весело, я зарядилась позитивом на всю неделю. Конечно, я сама стеснялась, но нормально все прошло. Я пришла сюда тоже, на самом деле, немного волнуюсь, потому что, это естественно. Честно говоря, поначалу всегда страшно. Если не перебарывать свой страх, то зачем вообще приходить? Домой я пойду, несомненно, с очень хорошим настроением. Хочется посмотреть, что же будет дальше. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Да пребудет с вами сила. Всем пока. И спок. До встречи. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Пока. Всем покеда. Всем пока. Смотрите «Пропеллер». До свидания. Наш следующий сюжет посвящен очень интересной девушке, которая сама выступает себе в качестве продюсера и пишет музыку. Ее зовут Аина Илларионова. Понравился, во-первых, конечно же, голос. Это первое, что замечаешь. Сам настрой, сама атмосфера, которой пронизана музыка. Очень много у нас в техническом арсенале средств, которыми мы можем творчество донести до народа, а теперь еще социальные сети, интернет. Можно записать что-то, сразу выложить. Появится какая-то своя уже небольшая аудитория. Клуб по интересам, скажем так. Допустим, мы говорим, сейчас возможностей много. Всегда было бы возможностей много. Взять ту же гитару, ту же кассету, обычную магнитную, на ней записать песню и куда-то отослать. Если ты это хорошо делаешь. Ты так делаешь? Я рэп записал, между прочим, на такой кассете. Не надо. И отсылал куда-нибудь? Нет, доктор Дре сказал, не надо, ребят, не надо. Рэп это не ваше. Мы же сейчас говорим о возможности сделать это комфортно, то есть сидя в удобном кресле, парой кликов поделиться своим творчеством с другими людьми. Иногда для таких людей довольно-таки наоборот сложно, потому что у каждого есть возможность, из-за этого образуется огромная масса. По-настоящему талантливому человеку очень сложно выбиться из этой всей массы и пробиться туда. А куда? На эстраду? Я не согласен с этим вообще в принципе. Все равно количество людей, которые что-то делают, их никогда не будет много. На самом деле, кому, как
какое дело, если все в конечном счете сводится к тому, что ты должен все равно встать, записать, проделать какой-то труд. Очень часто многих людей даже это обламывает сделать. Да, труд делает тебя крутым, короче. Надо трудиться. Как герой нашего сюжета Аина Илларионова. Давайте посмотрим сюжет про нее. Я родилась в Питере в 95-м году. Когда мне было месяц, меня бабушка сразу забрала с Питера, сразу в Амгу. Даже не в самой Амге, а еще дальше, в Мяндиге. Потом я поступила в Москву. С 15 лет я живу как бы в Москве. Я смотрю в глаза. Я училась здесь, в высшей школе музыки. Играла на фортепиано и на гобое. В семье встречаются музыканты. Иногда, вот, например, родные сестры бабушки, они поют амгинский ансамбль, «Кысамма» называется. А бабушка моя поэтесса, поэтому я, наверное, как-то, мне пишется тоже. Лежит алый снег. Но я писала раньше, но это за пределы моей комнаты не выходило. Я просто как экспериментировала. Допустим, с друзьями тусуемся, я такая, между словом, такая, ну вот музыку пишу, там ставлю им. И они такие: о, слушай, это так клево, типа звучит так на студии. Я такая: нет, просто в гараж-бенде. Они такие говорят: у тебя клевый голос, интересно довольно получается, и почему ты не хочешь выкладывать это? Открой потаенную дверь на себя тени. Легко, как мы стали быстрее времени. Сначала у меня вообще как писалось только регги, потому что я в этом направлении там как участвую. Профит Панама есть такой из Архангельска певец, регги-певец. Я всегда стеснялась петь. На самом деле я пела для себя, и он как-то такой мне повод, что ли, дал, чтобы я из зоны комфорта вышла. И вдруг у меня новая идея какая-то. Я сажусь за планшет и штампую первую пишку. Край настиг меня, дышит в спину. Эта музыка, допустим, точно не для супер ночных там каких-то гигов. Такая более-менее спокойная и расслабончик, там чил такой. Может быть, это я хочу быть такой спокойной, потому что у меня всегда была проблема с тем, что я всегда спешу, быстро говорю, быстро двигаюсь, и все говорят: тише, 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 ты что, типа? Это звук воды, застывшая. Вот сейчас идет большая работа с Уран. Мы начали, просто очень много трещать о музыке. Поняли, что надо пробовать какие-то совместки делать. Постепенно начали назревать какие-то идеи. Ребята делают аранжировку для моей новой песни «Бежим со мною». Она есть у меня записанная. Там я играю на укулеле, на трещотках всяких, и записала еще звук ветра. Такая, романтичная песня. И на эту песню они должны сделать другую аранжировку. И у нас есть серьезные планы снять на нее там клип, всякое такое. Вообще, то, что я слушаю, и то, что я пишу, абсолютно не сочетается. Я люблю блюз-рок, гаражный рок, панк-рок, пост-панк. К душе как-то ближе. Когда я, например, хочу расслабиться, я слушаю Led Zeppelin, Pink Floyd. Но к этой музыке я тоже не сразу пришла. Я узнала о ней в Москве. Я была в шоке, потому что в Якутске такого очень мало было. У меня очень большой путь предстоит, потому что основная идея — это сейчас найти свой звук. Я в поиске звука, поэтому я не могу конкретно даже себя к какому-то жанру отнести. Посмотрим. Я думаю, что что-то должно из этого выйти, потому что я немало усилий в это вкладываю. Окрыляет вновь новая душа, приземляет в ночь, начиная с дня. Следующий сюжет будет именно о том, чем я не владею и каким образом. Сюжет про растяжку. Я вообще от рождения и до сих пор дерево. Все почему-то в школе могли стать на мостик. У меня получилось наполовину. Ты просто и падал. Я могу до сих пор. Ты похвастайся еще. Она только что это сделала. Ты только что школу закончила. Я-то про прошлое вспоминаю, а у тебя вон-то настоящее почти.
Я не могу сказать, что я такой большой спортсмен, но во всех своих тренировках, там, неважно, по ударке или по борьбе, я всегда замечал, что растяжка очень важна, раскрепощает мышцы, во-вторых, дает тебе дополнительную мобильность, и в-третьих, оберегает от травм. Сложилось впечатление, то, что растяжка только для ног. Она же бывает и для... Для спины, и для рук. Только для шеи бывает. Да, конечно. Растяжка шеи. Для всего тела. Пальцы можно растянуть? Ты вот хвасталась мостом своим. Давай расскажи, что Ну, там. мостики напускать. Давай-ка. Ты Нет, можешь на просто шпагат у меня сесть? был опыт спортивно-акробатических танцев. У детей растяжка, она более им легко дается. На тот момент я была достаточно пластична, но сейчас, наверное, я наравне с Мишей. Стретчинг вообще только для девушек или... Нет, стретчинг для всех. То есть можно, не стыдясь, пойти на стретчинг? Ну, конечно. Пацаны не поймут, если я на стретчинг хожу. Есть такие ребята, которые совсем отбиты, которые что на растяжку пошел, стретчинг. Но нет, я думаю, любой нормальный здравомыслящий человек, который разбирается в спорте, тебя не осудит, если ты пойдешь и потянешься. Друзья, вот на такой растянутой замечательной ноте мы переходим к нашему следующему сюжету. Всем привет! Сегодня я, как самый негибкий сотрудник, решила посетить тренировки по стрейчингу. Начать занятия может человек в любом возрасте при любой физической форме. Сегодня мы решили обратиться к тренеру Валерии Назаровой. Привет, Лера. Привет. Расскажи, пожалуйста, с чего начинаются занятия по стрейчингу? Ну, во-первых, это легкая разминка. Надо подготовить, разогреть наши мышцы. Если это все-таки в домашних условиях, то попрыгать, поприседать, немного покачать пресс, поработать над шеей, то есть вниз-вверх, ну и немного разогреть плечи. Давай тогда сейчас ты мне покажешь пару легких упражнений для начинающих, а потом мы уже попробуем что-нибудь пожестче. Делаем глубокий вдох. И на выдохе опускаем корпус вниз, смотрим перед собой взгляд и опускаемся до конца по своим возможностям. Стретчинг нужен везде, потому что везде, где ты применяешь какую-то силу, какие-то силовые нагрузки, ты должен свои мышцы расслабить, растянуть. Поэтому растяжка очень важна. Даже если вы не занимаетесь спортом, как минимум, чтобы поддерживать свой организм, свое тело в хорошем состоянии, чтобы мышцы были растянуты, эластичные. Вы потянулись, вам прекрасно, вам хорошо, улыбаетесь. И больно, конечно, поначалу, а потом уже улыбки и хорошее настроение. Вытягивай еще. Я предлагаю тебе записаться ко мне. Сколько рекомендовано раз заниматься в неделю, по сколько часов, чтобы получить результат? Смотря какие цели. Если цель какая-то грандиозная, там шпагат, поднять ногу за голову, то желательно заниматься 2 часа в день. Если же просто для поддержания гибкости своего тела, то достаточно 2-3 раза в неделю. С тренером будет эффект чуть-чуть побольше. Самостоятельно жалеешь себя все-таки где-то, не до конца все доделываешь. Ну, сейчас делаем глубокий вдох и на выдохе ложимся вперед, начинаем тянуться к носочкам. Растяжка нельзя напрягаться, потому что чем больше ты будешь напрягаться и сопротивляться, тем тебе будет больнее и хуже. Многие хотят сесть на шпагат, у многих это мечта детства. Я недавно совсем к этому пришла, что мне интереснее работать с людьми, у которых есть какие-то цели в растяжке. Я считаю, что неправильно, когда вот сажать на шпагат людей там, взрослых за 2 недели, за 3 недели, за месяц. Потом эти люди ходят с растяжениями, с разрывами связок, с прочими травмами. Вообще у нас нет цели посадить и все. Вот получили шпагат, до свидания. Нам нужно добиться результата, сохранить этот результат и сохранить здоровье человека. Ты помнишь, как сама первый раз села на шпагат? Я танцевала с 6 лет. У нас на танцах это было как обязательно. Но там не было такого, чтобы с нами сюсюкались, сели и должны сидеть. Вот. А как ты все-таки решила преподавать, быть тренером? Я никогда не думала, что я буду работать с таким статичным, скажем так, видом спорта. Поняла, что я чувствую людей, что я знаю, где им больно, где можно еще, где они халтурят. Шаг за шагом потихоньку пришла к тому, что надо все-таки получить образование в этой сфере, потому что каких-то знаний все равно не хватало. Я пришла, скажем так, к такой форме преподавания стретчинга, что он идет более расслабляющий. То есть у нас приглушенный свет, приятная легкая музыка, чтобы люди могли расслабиться. Тело нужно поддерживать хоть маленькой, но в форме хорошей.
Это очень круто, поднимает настроение и улучшает вашу растяжку и физическое здоровье. Улыбки будут до ушей, как ваши ноги тоже могут быть до ушей. Все к нам на растяжку, welcome. Вы смотрели 463 выпуск «Пропеллера». Друзья, заходите к нам в Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, и будет круто. Мы будем ждать. А с вами была программа «Пропеллер». Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока. Пока! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит, будущее в твоих руках. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба, куртка шофера пахнет бензином, блуза рабочего маслом машины. Руки стилиста водой душистой, у визажиста румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой, сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.